Вот главный человек. Он сказал 11 апреля, да? Да, следующий вторник. Следующий вторник. На неделю вот мы не уложились по согласованию всех документов, поэтому будем надеяться, если самолет не прилетит, будете с него спрашивать. Что еще? Значимость рейса, вы понимаете. Я думаю, что возобновление авиасообщений между Ташкентом и Душанбе будет иметь очень большое значение и для развития и экономических, и культурных, и гуманитарных связей, спортивных связей, туристических связей. Я знаю, что многие люди в Таджикистане давно ждут такого рейса, чтобы не терять время в пути. То же самое большое количество желающих приехать из Узбекистана в Таджикистан. Многие мои коллеги несколько лет подряд меня просили ускорить этот процесс, потому что для того, чтобы, допустим, в Душанбе попасть в Нью-Йорк, им приходится лететь или в Москву, или в Стамбул, оттуда потом стыковочными рейсами добираться. Здесь намного удобнее, потому что 45 минут с Душанбе лететь до Ташкента, там пересаживаться на самолет нашей авиакомпании, пожалуйста, Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Каир, Париж, Прага, любые направления нами все охвачены, поэтому и обратно точно так же удобно будет людям добираться до Душанбе. Я рад, что наши авиакомпании очень тесно сотрудничают, делятся друг с другом опытом. Это в интересах обоих наших государств, обоих наших народов. Поэтому я действительно искренне рад, что нам удалось пройти этот путь согласований, поиска взаимоприемлемых решений для того, чтобы мы могли осуществлять вот эти полеты. Естественно, что многих волнует высокая цена за билет. Я уже недавно об этом говорил. Еще раз повторяю. $140 за 45 минут полета – это неправильно. Цену обязательно надо снижать, потому что летать должны простые люди. Бизнесмен, он и через Луну может попасть, куда ему нужно, и купить билет за любую цену. А вот простой человек, который хочет поехать родственников проведать, на лечение или посетить святые места, вот, туда и обратно $300 – это слишком дорого. Я считаю, что мы всячески будем стараться, чтобы вот эту высокую цену снизить усилиями с обеих сторон. Ну и, естественно, я приглашаю всех вас, как только этот рейс начнет летать, воспользоваться услугами нашей авиакомпании. Она, как все знают, является одной из наиболее крупных, надежных, комфортабельных авиакомпаний, как минимум в СНГ, с надежной, с хорошей репутацией, хорошими самолетами, которые отличительной особенностью нашей авиакомпании является то, что мы не берем самолеты в лизинг, потому что это двойная плата получается, двойные расходы. Мы покупаем новые самолеты или, значит, в Сиэтле, это боинговский вариант, значит, или покупаем европейский самолет Airbus. Они сегодня считаются лучшими в мире. Вот мы недавно приобрели, если вы слышали, 2 самолета Dreamliner Boeing 787. Вот. Это принципиально новый самолет, сделанный в основном из композиционных материалов. Дальностью полета 15 тысяч километров без посадки, то есть на дальние рейсы в Австралию, в Соединенные Штаты, Южную Америку
С Ташкента можно будет летать этими самолетами. Мы первыми в СНГ, кстати, вот эти самолеты заказали и получили. Заказали еще 2 борта, которые должны нам поставить в следующем году. Там стоит очень большая очередь на эти самолеты. Тем не менее, репутация нашей авиакомпании достаточно высокая для того, чтобы мы могли в ускоренном порядке приобретать подобного типа самолеты. Ну и в заключение, вот господин Розимурадов, он назначен главой представительства ОЛР в Душанбе, поэтому все вопросы, связанные с практическим воплощением рейса, приобретением билетов и так далее, это все вопросы он призван решать. Все организационные вопросы, спасибо нашим таджикским коллегам, они ему помогли, все вопросы решили. Осталось только вот дело за малым. Спасибо. Господин Хасула, на каком стадии находится вопрос о безвизовом режиме между нашими странами? Но это отдельный вопрос, очень сложный. Вы же видите, что в мире творится. Вот. Я постоянно, столько лет здесь работаю, все время повторяю, визовый режим введен не против таджиков в Узбекистане или не против узбеков в Таджикистане. Визовый режим введен в интересах безопасности, потому что, к сожалению, вокруг нас есть очень много деструктивных сил, которые могут помешать мирной созидательной жизни. Что касается визы, она чисто символическая. $6 за визу, такой платы нигде нет. Только между Узбекистаном и Таджикистаном специально 2 правительства договорились, чтобы, так сказать, максимально дешевые визы сделать, чтобы человек хоть ценил, что он не просто бумажку получает, что он визу получает. А для сравнения могу сказать, что у нас визы с Туркменистаном 55, по-моему, долларов, визы с Соединенными Штатами $156, с Таджикистаном 6. Вот. Это специально принято такое решение, чтобы граждане обоих государств особых проблем не испытывали. Этот вопрос мы будем рассматривать по мере стабилизации международной обстановки.